Политолог ответил на вопросы, которые ему задают в соцсетях. Таджикский политолог Парвиз Муллоджанов считает, что официальные данные о том, что в Таджикистане нет коронавируса, выглядят неубедительно. Об этом он написал на своей странице в Facebook, где подробно объяснил, почему он так думает. За последнее время мне задают много вопросов через Facebook. Отвечу по порядку на основные, написал Муллоджанов. Вопрос 1. Почему вы не верите официальным данным о том, что коронавирус обошел Таджикистан? Потому что они выглядят неубедительно. С точки зрения логики и здравого смысла. У меня нет доступа к закрытой статистике, но в то, что у нас нет коронавируса, не верю. Прежде всего, Таджикистан не является закрытой страной, как и большинство его соседей. При существующем уровне трудовой миграции, объем пассажирооборота всегда оставался высоким. Страна закрыла свои границы приблизительно в одно и то же время со своими соседями. Границы с соседними Узбекистаном и Кыргызстаном всегда были прозрачными, а на некоторых участках трансграничные контакты не прерывались вплоть до последнего времени. Парвиз Муллоджанов на этом фоне с трудом верится, что во всех соседних странах есть пандемия, а Таджикистан она почему-то обошла. Кроме того, в последнее время в таджикские независимые СМИ просачивается информация о различных случаях смертности от пневмонии и туберкулеза, которые также вызывают много вопросов. Таджикистан расположен не на Луне и не на Марсе, лишней хромосомы у нас тоже нет. А богоизбранным народом нас может назвать только идиот. Вопрос 2. Почему же таджикское правительство избрало подобную стратегию замалчивания? На мой взгляд, здесь есть несколько возможных объяснений. Во-первых, соображения чисто экономического порядка. Таджикские власти вполне резонно опасаются, что введение карантина просто похоронит местный малый и средний бизнес, который так находится далеко не в лучшем состоянии. Кроме того, нельзя также исключать лоббирование крупных монополий, завязанных на импорте товаров широкого потребления и роскоши, стройматериалов, цемента, мебели и так далее. Для них введение карантина также будет означать значительные убытки. Крупные монополии пользуются значительными налоговыми льготами, так что именно на сектор малого бизнеса ложится основное налоговое бремя. Его разорение ударит по бюджету и придется снимать льготы с монополий. Во-вторых, правительство опасается паники, которая может возникнуть после официального признания о наличии пандемии в стране. Прецедент уже был в конце февраля, когда после первых шагов по закрытию границы, народ в панике стал скупать продукты питания, что привело к росту цен и дефициту некоторых видов продовольствия на рынке. В-третьих, судя по всему, правительство надеется, что все еще обойдется и вспышку коронавируса удастся купировать или растянуть по времени. Видимо, логика правительственных аналитиков следующая: более 70% населения страны составляет молодежь, для которых пандемия пройдет относительно безболезненно. На этом фоне рост смертности среди старшего поколения будет не так заметен, а в перспективе можно будет надеяться на формирование коллективного иммунитета. В-четвертых, здесь можно предположить и политическую составляющую. На фоне предстоящих президентских выборов, введение строгого карантина и разорение малого бизнеса выглядит явно нежелательной перспективой. Таким образом, можно заключить, что таджикские власти выбрали шведский вариант мягкого карантина, направленного на формирование так называемого стадного иммунитета. При этом забывается, что одним из основных постулатов шведского подхода является как раз упор на максимальную гласность, широкое оповещение и сознательность граждан. В Таджикистане же, особенно после того, как ВОЗ официально поддержал правительственные данные об отсутствии пандемии, население в целом вообще перестало принимать какие-либо серьезные меры предосторожности. Вопрос 3. Зачем вы поднимаете панику? Вы провокатор. Я считаю нынешний подход ошибочным и контрпродуктивным. Как раз так и он и провоцирует панику. Ожидание кризиса еще хуже, чем сам кризис. Чем дольше население остается в подвешенном состоянии, будет пандемия, не будет.
тем больше может оказаться паника. В конце концов, 11:35 6 апреля Минздрав Таджикистана. В стране нет коронавируса. Не верьте слухам, например, в Швеции, где число зараженных уже превысило 12 тысяч. Паники нет абсолютно, потому что, как уже говорилось выше, ставка сделана на открытый доступ к информации. Вот пример. На этом сайте онлайн каждый швед может увидеть ситуацию с пандемией в своей стране и в каждом городе. https://platz.si/коронавирус/вопросительный знак *. Там же телефоны, по которым можно получить консультации, даже для тех, кто говорит по-персидски или по-арабски. Но самое главное, в нынешней ситуации общественной успокоенности наши таджики не соблюдают правила предосторожности. Зачем? Раз коронавируса нет. Однако именно от сознательности каждого гражданина зависит, в конечном счете, количество заразившихся в обществе. Вопрос 3. Что же и делать? Есть вещи, которые должно и может сделать только государство. Прежде всего, определить для общества правила поведения, заставить каждого им следовать, ввести официально систему социальной изоляции. Самое главное на сегодняшний день – закрыть школы и университеты, перевести их на дистанционное обучение, где только возможно. Я тоже не сторонник полного карантина, наша экономика для этого слишком слаба. Но чем больше будут тянуть, тем больше вероятности, что придется вводить строгий карантин. Есть вещи, которые должен делать каждый из граждан, независимо от того, верит или не верит официальным данным. Ничего нового здесь придумывать не надо и причин для паники нет. Просто следуйте следующим простым правилам, которые сегодня знает каждый. Первое правило – социальной самоизоляции – означает, что вы сокращаете к минимуму возможность вашего заражения от потенциальных носителей вируса. Не приближайтесь к другим ближе, чем на 1,5 метра. Соблюдайте личную дистанцию, не здоровайтесь за руки. Избегайте временно больших сборищ людей, конференций, день рождения и свадеб. Не входите в переполненный транспорт, магазин или аудиторию, маршрутку и так далее. Главная особенность коронавируса – он слишком легко и быстро переносится от человека к человеку. Фотося плюс второе правило – индивидуальной защиты – подразумевает постоянное применение мер предосторожности. Это и ношение средств защиты, то есть масок, перчаток, дезинфицирующих средств. В продуктовых магазинах и супермаркетах принято использовать одноразовые перчатки. Некоторые после прихода домой еще дезинфицируют упаковки продуктов, которые лежали на полке, их многие трогали руками. Многие здесь, на Западе, приходя домой, сразу меняют вещи и отправляют их в стирку. Мои соседи верхнюю одежду протирают спиртовой салфеткой и оставляют на солнце. Постоянно дезинфицируйте руки. Мои знакомые используют одноразовые перчатки или спиртовые салфетки каждый раз, когда открывают дверь в подъезде или нажимают код на двери или у кассы. 18:23 6 апреля коронавирус. Как правильно самоизолироваться? Я хожу здесь, в Швеции, в спортзал своего университета. Здесь они еще открыты, но каждый дезинфицирует тренажер, на котором занимаются иностранцы, типа меня, да и после упражнений. Шведы в основном после себя. Видимо, здесь разница в менталитете. Шведы привыкли полагаться на сознательность других. Они верят, что тот, кто занимался до них, обязательно продезинфицировал и убрал за собой. Большинство выходцев из стран Союза в сознательность ближних поверить не могут. Поэтому лишний раз страхуются. Вообще, каждый раз после посещения спортзала у меня руки красные. В жизни столько раз их не мыл и не чистил. Конечно, все эти меры не дают гарантии, но сокращают к минимуму опасность заражения. Неважно, верите вы или нет в пандемию, мы следуем этим правилам не для себя, а для своей семьи и близких. У каждого из нас есть близкие из группы риска, любимые люди с высоким давлением, старшего возраста, хроническими заболеваниями и так далее. Берегите себя, и вы сбережете их.